Под строительство нового учебного заведения в родном селе свой земельный участок известный общественный деятель Сергей Бейков выделил безвозмездно. На площади 3,5 гектаров планируют возвести школу. Вот это садик на 220 мест. Садик у нас строят. Вот рядом в 2015 году сдали ФОК. Сейчас метров 50 от этого, сейчас неделю-две назад, когда глава республики приезжал, мы сдали Дом культуры. Это как-то компактное место. Работы начнутся в 2020 году, но сначала необходимо уладить ряд бумажных вопросов плюс проектирование здания. Как обещают местные власти, при составлении проекта школа будет включать в себя учебный корпус, столовую, библиотеку, актовые и спортивные залы. А как и где пока проходят занятия школьников? В тесноте да не в обиде, как школа, приспособленная под общежитие здания, открылась в 1953 году. С тех пор через эти двери прошел не один выпуск. Здание состоит из 3 отдельных блоков, ни гардеробной, ни столовой. Об оборудованных кабинетах даже речи нет. Всего 200 посадочных мест, в то время как учащихся здесь гораздо больше, свыше 500 человек. Проводить полноценные занятия, как хотелось бы, пока нет возможности. Новая школа – это современные условия, это дополнительные мастерские, учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал современный, столовая, ну и так далее, чтобы дети могли ощущать себя в образовательной организации комфортно, чтобы они могли развиваться творчески. Это позволило бы нам, наверное, работать, нашим педагогам, работать в такой форме, чтобы дети развивались всесторонне. В сельском поселении помимо 22-й функционирует еще одна школа. Здесь условия лучше, и успеваемость, и посещение на высоком уровне. Но проблема та же – классы переполнены. Даже Будущий проект новой школы обещает соответствовать всем стандартам и современным нормам, а также позволит снизить загруженность в других общеобразовательных учреждениях села. Лариса Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.